Ленское линейное производственное управление магистральных газопроводов сегодня – это мощная махина, внутри которой идет беспрерывный производственный процесс. Объекты Ленского ЛПУМГ имеют стратегически важное значение как для «Газпром Трансгаз Томск», так и для «Газпрома» в целом. Сотрудники Ленского филиала обеспечивают бесперебойную транспортировку газа в Китайскую Народную Республику. Сегодня филиал успешно эксплуатирует участок магистрального газопровода «Сила Сибири» и участок Кавыкта-Чаянда магистрального газопровода «Сила Сибири». Резервные нитки подводных переходов, в том числе 1,5-километровый переход через реку Лена, 2 компрессорные станции номер 1 Иван Ребров и номер 2 Петр Бекетов. Впереди у Ленского линейного производственного управления магистральных газопроводов много перспектив. Предстоит запустить вторые цеха компрессорных станций номер 1 и номер 2. Завершить строительство лупингов. И в этом, конечно же, поможет слаженная работа, которой всегда отличался филиал. Главные качества каждого члена коллектива – высокая степень трудоспособности, ответственный подход и закаленный с севером характер. В сентябре 2007 года приказом Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации была утверждена программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Компания «Газпром Трансгаз Томск» была названа официальной эксплуатирующей организацией будущего газопровода «Сила Сибири». Предполагалось, что газовая магистраль пройдет по территориям 3 субъектов Российской Федерации – Республики Саха-Якутия, Иркутской и Амурской областям. Так и вышло. Но прежде чем жители Китая получили газ, российские, а в первую очередь якутские газовики приложили немало усилий. И ими стали жители Ленского и Алекминского районов, работники Ленского линейного производственного управления. Знаете ли вы о том, что «Газпром Трансгаз Томск» называют опорой «Газпрома» на востоке Сибири? Или о том, что именно с Ленской земли берет начало самый масштабный федеральный проект международного значения магистральный газопровод «Сила Сибири»? Или о том, что именно ленские газовики стали газовыми первопроходцами Якутии? В декабре 2014 года начались работы по вырубке и расчистке будущей трассы магистрального газопровода «Сила Сибири» на первом этапе от 0 до 207 километра. В январе 2015 года на трассу магистрального газопровода «Сила Сибири» пошла первая труба с базы временного хранения города Ленска. В марте 2015 года сварен первый стык магистрального газопровода «Сила Сибири». В апреле 2015 года произведена первая укладка газопровода в разработанную и подготовленную траншею. В Ленске проходили первые выездные штабы «Газпром» по строительству магистрального газопровода «Сила Сибири». Первые сводки о первых километрах трассы шли из Ленска. Строительство газопровода «Сила Сибири» началось. Из чего же состоит успех запуска такого масштабного международного проекта магистрального газопровода «Сила Сибири»? Из высокотехнологичных материалов, инновационного оборудования, современной спецтехники, организованного на высшем уровне процесса руководства строительством, четко отлаженной работы коллектива – это все составляющие производственного процесса. Но самое главное в успешном запуске глобального проекта – это люди. Люди, которые шли наперекор морозам, непроходимым таежным лесам и болотной маре, туманной дали и снежной вьюги, выкорчевывали деревья, вынимали промерзший грунт, в условиях вечной мерзлоты прокладывая трассу будущего газопровода. Люди, на чьих плечах лежал высокий груз ответственности не только за качественную работу и реализацию международного проекта, а прежде всего за соблюдение всех мер безопасности, чтобы не допустить вред окружающей среде, природным массивам, родному краю, не нарушить экосистему, которую в целости и сохранности мы должны оставить для будущих поколений. Люди с их непоколебимым характером и силой воли двигали этот мощнейший процесс и выдерживали даже там, где не выдерживала самая современная техника. В Ленске было организовано более 15 площадок хранения МТР. Водой по реке Лена была завезена труба, трубопроводная арматура, балансировочное устройство и другое оборудование для строительства газопровода. Среди предприятий нефтегазового сектора у нас самый был большой процент по привлечению местного населения. Руководством была поставлена задача о привлечении
работников филиала как можно больше местного населения. Задача эта была выполнена. На сегодняшний день в филиале работает более 80% местного населения. Руководством ПАО «Газпром» было принято решение о сокращении сроков строительства и ввода в эксплуатацию газопровода в 2019 году. Сложность этой задачи понимали заказчик, подрядчик и все, участники строительства. Строили трубу, возил и ЦЦшников, то есть контроль по трубе. Ужасные были дороги. Самый сложный был участок, это осенью запускали Кавыкту, вот это чаем. Трасса очень сложная. Там были такие участки, где у меня за всю жизнь такого я не видел. То есть были места, где на грани фантастики было. Проходил просто, вот проезжаешь, и с носа пот капает и со лба, и ты весь мокрый. То есть там было ехать нереально, но назад возвращаться, то есть запуск надо было делать, пришлось ехать. «Газпром», «Тарасгазпром» работал уже 9 с чем-то лет. Были раньше у нас патрули, Nissan, потом вахта по городу людей собирал, возил на трассы. Техника весом 60 тонн не везде может пройти, поэтому в зимний период намного легче. Грузоподъемность у него вообще 90 тонн. У нас вот в связке работают как минимум 4 трубоукладчика. И все друг от друга, то есть начинаем синхронно все команды выполнять. На месте ЛПУ на тот момент находился просто участок, который отсыпали, и была болотистая местность. И на тот момент у нас было заключено всего 3 договора на землю. За время работы мы оформили прав на земельные и лесные участки, земли муниципальной собственности, более чем на несколько тысяч гектар. Мы захватили территории Ленского, Алекминского района, и работа была очень большая проведена. Требовалась огромная сила воли, терпение, упорство. Нас было вначале всего 3 человека. Это я, инженер Портной Евгений Владимирович и электромонтер Гуманенко Олег Александрович. Началась в 2018 году активная фаза строительства объектов связи. И у нас открылось штатное расписание. И основная задача была за 2018 год в предельно сжатые сроки набрать весь персонал службы. На данный момент это 34 человека, всех подбирал сам. Вот это было интересно. Можно сказать, что наш филиал начинался буквально с 14 человек, из них сейчас на сегодняшний момент работает только 3. Приходилось, когда на моменте становления быть и делопроизводителем, и в кадрах работать, и путевки заполнять, и где-то там счет открывать, потому что у нас действительно было очень мало, и необходимо было выполнять разную работу. Мы сильнее и счастливее многие стали, страхи и сомнения прогоняя прочь, мы построили систему магистралей. Постепенно организовывались все подразделения, которые в совокупности сегодня успешно реализуют бесперебойную подачу газа в Китайскую Народную Республику. Одно из них – линейно-эксплуатационная служба. В нашу обязанность входит обслуживание линейной части нашего газопровода, также обслуживание крановых узлов, камер пуска и приема, а также всей инфраструктуры, которая находится на линейной части. У нас сейчас идет строительство лупингов магистрального газопровода. Также мы производим контроль строительства полный вместе со стройконтролем. Также у нас добавились АГРС также для газификации, по программе газификации, и АГРС на КС-1. Самым большим подразделением в Ленском линейном производственном управлении магистральных газопроводов стал автотранспортный цех. Его штат – 158 человек и 292 единицы техники. Когда я пришел на работу в ЛПУ, транспортного цеха не было, был транспортный участок. Всего было 2 водителя и 6 единиц транспортных средств. Совместно с отделом кадров. Мы ездим и в Ускут, и в Томск, и в то же время мотаемся по дорогам местного масштаба, в Мирный, на любые крановые узлы, в любую погоду, при любых условиях. Если нужно доехать, транспортный цех доедет. Самое тяжелое условие – это весна-осень на линейной части, когда действительно ездят танки,
причем не по одному, а по два. Моя карьера в Ленском УПМГ началась с 25 февраля 2021 года. В этот же год, в зимний период, была мной возглавлена и при непосредственном участии проведена работа по пуску компрессорного цеха номер 1 КС-2 Алёкинская, 64 мегаватта. Непосредственно все производственные процессы выполняют сотрудники газокомпрессорной службы, ведь весь технологический процесс – это их ответственность. Обе компрессорные станции находятся в их ведении. Нет ничего лучше, чем опыт. То есть опыт приобретен именно на строительстве, и строительство, которое переходит плавно в эксплуатацию. Компрессорная станция номер 2, когда я сюда только первый день приехал, здесь кроме газоперекачивающих агрегатов, азотной станции и дожимной компрессорной установки ничего не было. Образно говоря, компрессорную станцию 2 родили, воспитываем. Потом переехали на компрессорную станцию 1, также родили, воспитываем. Ну, сейчас у нас, так сказать, братья, сестры появляются, это вторые цеха на компрессорных станциях. Компрессорная станция номер 1 Иван Ребров, которая находится неподалеку от бывшего поселка Салдыки Ленского района, одна из самых мощных компрессорных станций магистрального газопровода «Сила Сибири». Она состоит из 3 агрегатов, каждой мощностью по 25 мегаватт. И сейчас в процессе строительства второй компрессорный цех аналогичной мощностью. Запуск компрессорных станций осуществлялся в обратном порядке следования газопровода, а их мощность рассчитывалась в зависимости от рельефа местности, где проходит трасса газопровода. Руководят компрессорными станциями молодые, но уже имеющие хороший опыт и знания специалисты. При строительстве компрессорных станций номер 1 и номер 2, которые обслуживаются Ленским линейным производственным управлением магистральных газопроводов, был сделан упор на импортозамещение. Так, приводом нагнетателя газоперекачивающего агрегата стал авиационный двигатель производства «Пермские моторы». И как на любом предприятии, работающем с природными ресурсами и сложными химическими элементами, в Ленском ЛПУМГ есть своя лаборатория. Причем не одна, а целых 2 – в Ленске и Алёкминске. В скором времени будет запущена и на КС-1. Отслеживаем за влажностью нашего газа, потому что в наших условиях, особенно в зимний период, это тоже очень важный параметр. То есть мы регулярно выезжаем на магистральный газопровод, на крановые узлы и производим замеры температуры точки росы. Диспетчерская служба, можно сказать, что это кровеносная система нашего ЛПУ. Диспетчерская служба – это сердце нашего ЛПУ, потому что в сердце стекается вся информация, а уже сердце раздает исполнительным органам все задания по решению всех проблем, насущных и ненасущных нашего ЛПУ. Для транспортировки голубого топлива по главной артерии газопроводу в условиях вечной мерзлоты и непроходимых таежных далей повсеместно используются малолюдные технологии. Алёкминская промплощадка – это один из важнейших элементов Ленского линейно-производственного управления «Газпромтрансгаз Томск». Здесь трудятся почти 170 газовиков, что составляет 29% от общего числа коллектива. Объекты Алёкминской промплощадки имеют стратегически важное значение. Здесь расположена компрессорная станция номер 2 Петр Бекетов, подводный переход через реку Лена, несколько крановых узлов. Ленское линейное производственное управление магистральных газопроводов, общество с ограниченной ответственностью «Газпромтрансгаз Томск» – социально ориентированное предприятие. Мы очень плотно сотрудничаем с руководством «Газпромтрансгаз Томск». Они всегда принимают участие в части благоустройства наших территорий, по благоустройству парка. Очень хороший проект реализовали в свое время тут за спектром. Оказали спонсорскую помощь и выделили 2 миллиона на приобретение оборудования по востребованным профессиям, таких как машинист технологических насосов и компрессоров и мастер магистральных трубопроводов. Наши студенты благополучно проходят практику именно на предприятии данной организации и закрепляются, и затем после окончания нашего техникума трудоустраиваются именно на этом предприятии. Ежегодно «Газпромтрансгаз Томск» помогает нам в уборке снега, за что мы им очень благодарны. Они вообще наши самые первые помощники. В любую минуту мы к ним обращаемся, и они нам всегда помогают, никогда не отказали. Сила Сибири, Кавык, Тачиянда.